в эфир, всегда кажется, что не работает звук. Я все время сначала молчу. Всем привет, мои дорогие! Я жду, пока ко мне подсоединится Анжела. Сегодня у нас потрясающий, мне кажется, один из самых интересных эфиров это сегодня. Кому не терпится узнать про психологию общения? Так. Так, как бы назвать, да? Как полюбить себя или там как воспринимать себя достойно. Так, Анжела, как и все девушки красивые, любит припаздывать. Поэтому мы, дорогие, с вами просто терпеливо ждем и надеемся на то, что все-таки она к нам придет. Так, ну пока расскажите, как у вас дела, какая у вас погода, из какого вы города, как вы себя чувствуете, кто уже ощутил на себе весну, кто вообще чувствует прилив энергии, кто готов к новым свершениям, кто вообще у нас молодец. Кто у нас молодец? Давайте рассказывайте, кто у нас молодец, поставьте плюсики. Хоть какая-то обратная связь. Я вот все ваши слова там какие-то далеко читать, может быть, и не смогу, а плюсики все увижу. Так что давайте, жду от вас плюсиков, это меня подбодрит. Нажимайте сердечки, я всячески приветствую это. 7 часов, а в Москве светло, мои дорогие. Да, конечно, у меня горит свет на всякий случай, но в Москве еще светло. Кто не из московского часового пояса, откликайтесь, мои дорогие. Откликайтесь, мои хорошие. Так, Анжелочка к нам подошла. 5 минут – это хороший срок, мои хорошие. Давайте, будем знакомиться. Дорогие мои, кто ждал этого эфира с Анжелой? Напишите плюсики. Давайте, напишите плюсики, мои дорогие. Анжела, почему-то... тебя не... ты такой заход решила сделать. Я думаю, что-то какая-то техническая неполадка. Или Анжела просвечивается. То есть, знаешь, может быть, ты настолько похудела, что твой образ стал слишком тонким, и мы тебя не видим. Вот. Все, мои дорогие, я рада вам представить Анжелу. Много людей ждало этот эфир, потому что самое большое количество вопросов у нас лежит именно в сфере психологии, отношений к себе. Это такая вообще бездонная тема, настолько она ресурсная, настолько в ней столько всего, что если откопав там золотой ларчик, да, можно, в принципе, отправляться куда угодно. Вот, поэтому сегодня я пригласила на эфир такого классного человека, психолога, как Анжела, которая потрясающий, вообще харизматический вообще человек, потрясающе ведет эфиры, рассказывает, ну, не знаю, очень, классный профи. Вот. Давай, дорогая, расскажи тебе сама. Ты чего все я разговариваю? Давай, расскажи. Спасибо тебе большое за приглашение. На самом деле,
тема из разряда околофейковых. Очень много сейчас у нас специалистов, которые рассказывают околопсихологические вещи, либо псевдопсихологические вещи. А начиная с Дейла Карнеги, все начитались вот этих прекрасных основ о том, как Как завоевывать, я. да, силу Мой, людей. мой курс в этой сфере, но я проработанная больше, чем все психологи вместе взятые. Да, давай, давай дальше. Мгм. Да, и смысл в том, что очень часто мы разбираем тему взаимоотношений, взаимодействия с другими людьми очень поверхностно. То есть мы в основном в сфере неких манипулятивных внешних вещей разбираемся. Ну, улыбайтесь, ну, смотрите в определенную точку, в определенный глаз, если хотите усилить сферу влияния, да. И в основном люди к людям начинают со временем относиться как-то достаточно потребительски. И со временем, естественно, в общении это очень сильно чувствуется. Сейчас у нас интересная эпоха, которая рассчитана на искренность. И поэтому, когда искренности нет, и остается только вот эта манипуляция и выгода, народ, конечно, очень сейчас это чувствует. Поэтому вот сейчас действительно комментарий по поводу инфо-цыган. Это прям распространенная история, когда люди, не имея ни дипломов, ни образования, ни какой-то глубокой компетенции, из себя сразу напяливают специалиста, ну, потому что надо продаваться, и потому что люди покупают. В этом весь прикол. Вот, поэтому я очень уважаю людей как бы экспертных, людей, у которых есть очень глубокий опыт общения. И в частности, вот твоя история с тем, что у тебя есть и опыт телевидения, и опыт коммуникации, и опыт взаимодействия, опыт интервьюирования. Понятно, почему ты можешь вести спокойно тему коммуникации и продавать ее. Потому что здесь наработанный твердый навык и есть экспертность. Вот, собственно говоря, я думаю, ты задай какие-то такие скальпирующие вопросы, которые, как ты чувствуешь, с точки зрения психологии, лучше вывернуть для аудитории. И, может быть, у ребят, у кого-то возникнет, ну, какая-то вот, в общем-то, своя личная Тот ситуация. вопрос. Да, Дан спрашивает образование психологическое, красный диплом, психофизиологическая доквалификация военно-медицинской академии, очень много медицинского стажа, более 8-9 уже получилось лет нутрициологического стажа, разбора по анализам, работа не только в сфере психиатрии, психологии, но также психофизиологии и психосоматики. В общем, огромное количество. Всю свою жизнь, можно сказать, я посвятила этой профессии. Да, ребят, вы будьте уверены, я на свои эфиры не приглашаю каких-то псевдопсихологов, я в этом разбираюсь, поэтому Анжела и с нами, да, то есть если бы это был какой-то инфо-цыган, ее бы здесь не было, так что я думаю, что компетенции Анжелы вне всяких сомнений. Вот, ну и смотри, я на своем курсе, кстати, да, кто не знает, может быть, для твоих подписчиков, я открываю в понедельник, у меня закрываются продажи даже вообще, вау, первый поток курса, который называется «Как создавать ресурсные связи и как вообще познакомиться со статусным влиятельным человеком за 30 дней, с любым, под свой запрос». Вот. Я сама отличаюсь тем, что у меня много разных связей, и я решила людям рассказать, как я их получила, и как вообще это делается системно, с помощью каких-то методик, там, технологий. Вот. И на самом деле главная вещь, которую я транслирую в своем курсе, это искренность. Удивительно, что ты в первые 2 минуты, не зная вообще ничего обо мне, сказала именно те слова, которые это искренность, это вообще главное, ну, кроме людей, главная ценность моего курса. То есть я людей учу из внутреннего состояния идти всегда знакомиться, из внутреннего состояния вообще быть, да, то есть вот все время у меня все с этим связано. И, соответственно, я очень много в своем курсе говорю, ну, у меня не психологический курс, у меня курс именно про знакомство с статусным влиятельным человеком. Вот, я рассказываю там, как составлять досье, как узнавать о человеке, все. То есть это немножечко, знаешь, даже не про общение и про коммуникации, а все-таки такую, знаешь, про стратегичность мышления, но он такой больше даже математический, я бы сказала, этот курс, чем какой-то гуманитарный. Вот. Технология. Да, там чистая такая прям методика, пойди туда, возьми это, разложи на вот такие пункты, если это указывает на то, пойди туда и сделай другое. То есть там вот так вот больше. Но самая такая, знаешь, проблемная точка, я вот чувствую, что в моем курсе, это в том, что люди боятся подойти, ну,
к человеку, который более статусен, да, боятся. То есть они про себя думают, что они какие-то незначительные, что они какие-то неинтересные, что ну кто с ними захочет разговаривать, да и сказать им нечего. Вот. И я все время им говорю, вы ну, не сможете выстроить полноценных дружеских отношений, если вы себя принижаете при разговоре с любым человеком, или даже, или наоборот, превышаете себя, например, да. Я, например, у меня первое задание с людьми, вот, которые будут на моем курсе, так, сейчас чуть-чуть открою при завесу, будет знакомство с дворником, да, то есть, например, это работает в две стороны, то есть человек должен уметь не только как бы возвышать себя статусом, но и принижать, ну, точнее, не принижать, а чувствовать себя равным перед человеком, который, ну, которого он считает ниже своего статуса. Это тоже очень важно, это работает туда-сюда. Вот, и, соответственно, вопрос такой, долгая подводка. Вопрос к тебе, как сделать так, чтобы внутри, может быть, у тебя какая-то, знаешь, подсказка про состояние, да, может быть, у тебя какой-то вот другой опыт с клиентами есть, может быть, у кого-то похожая была проблема. Как чувствовать себя достойным, если ты себя не до конца любишь, да, вот если ты увидел, например, своего самого любимого певца, и ты понимаешь, что если ты сейчас к нему не подойдешь, все, больше ты его так никогда в коридоре больше нигде не встретишь. И вот как себя перебороть, как вот, как знаешь, как почувствовать, что ты достоин и подойти. Ну, ты затрагиваешь тему сейчас самоценности. У большинства людей это как раз самая такая слепая зона, что ли, внутренняя, потому что нас не научили этому с детства. Самоценности в основном прививаются в нашем случае до 6 лет. Это происходит в коммуникации с самыми главными, самыми важными людьми, которые влияют на нашу жизнь и обуславливают наше развитие. В первые 6 лет это мама и папа. Естественно, сама самоценность, она закладывается родителями. Как мама себя чувствовала в отношениях с папой, как папа относился и к маме, и к ребенку. Если это девочка, ну, естественно, какие ценности, как мама относилась к мальчику. Какие базовые установки они внедрили. И, соответственно, если к тебе приходят люди, которые не проработали вот эту глубину основ, то, естественно, у них эта самоценность не заложена с самого детства. Сколько туда внешней мишуры не наклеивай, я могу рассказать про физиологию осанки, что если вы подходите к статусному человеку, не надо сутулиться, не надо пытаться вжаться, да, закрыться во внутренний панцирь, потому что психофизиологически человек сразу будет чувствовать эту неуверенность, и ваша поза в теле, она это покажет. То есть я могу внешне что-то сказать, подсказать какие-то внешние техники, но вот эта внутренняя травмированная детская часть, этот маленький ребеночек, которому с детства внушали, что с ним что-то не так, вот когда вырастешь, тогда будешь говорить, что тебе интересно, а сейчас молчи. И вот это внутренняя Да, или что он детская... абуза, вообще, что абуза, например, Да. или из-за него родитель девочка, и теперь девочка ходит и пытается постоянно завоевать. У тебя уже 10 тысяч образований, ты уже отлично говоришь, ты прекрасно выглядишь, изучать что-то, и он до сих пор боится преодолеть страх перед важным и статусным чем-то, потому что он не преодолел внутри себя страх, вот тот детский, перед важным и статусным, это родители. То есть это весь мир для ребенка. Это целая вселенная. И там, если зародилась вот эта внутренняя неуверенность, когда ребенка гасили, когда мама говорила, ну, что-то у тебя ножки кривенькие, ну, ты, конечно, симпатичный ребеночек, но, конечно, все-таки ты больше умная, Знаешь, и бабушки получше нам говорят, что-то ты худенькая очень, потолстей по тебе. Что-то вроде этого. И потом женщина, она как бы, чтобы на себя не одевала, как бы она красиво, элегантно не выглядела, ей все равно кажется, что она немножко обосрашка и куценькая. И вот как бы ей кажется, что вот ну, не хватает уверенности, где же моя самоценность? Ну и в общем-то, пока этот внутренний пласт психотравм не проработается, но люди сколько угодно могут внешнего наворачивать, сколько угодно будут проходить миллионы курсов и тренингов, это все равно не выльется в какой-то серьезный знаменатель. И даже люди познакомятся со статусными людьми.
И даже они будут общаться, мы знаем, вне зависимости от наших внутренних травм, используя определенную технологию, ты нарабатываешь навык. То есть это все равно сработает для них. Они все равно смогут выйти на этот уровень, даже не проработав какую-то глубину. Дело в том, что просто счастье это не принесет. Кажется, что счастье, когда мы повысим финансовый статус, или счастье, когда мы выйдем замуж, и так далее, и тому подобное. А счастье-то на самом деле вообще в других вещах. Вот, Слушай, поэтому... так Да. смешно. А мой следующий курс как раз, который, скорее всего, стартует там в концу мая, он как раз про счастье. И там как раз про работу мамы, папы. Как мы прям с тобой в синхроне вообще идем. Вообще. Ты знаешь, мир в этом синхроне идет. Смысл в том, что это базовые вещи, одних в любом случае люди разобьются в том или ином процессе. Ты это знаешь, потому что ты в своей жизни через это проходила. Я это знаю. Все клиенты, которых я веду, это знают. Мы можем обходить эту тему, называть ее какими-то другими вещами, именами. Но суть проблематики все равно выросла ногами из детства. Да? Все мы родом оттуда, и сколько внешнего не нарабатывай, но тем не менее. Счастье даже не столько в голове, да, вот здесь комментарий, сколько это выбор, это зрелость. Люди думают, что им хочется счастья, на самом деле им хочется любви. Люди же даже не понимают, что такое счастье. Счастье – это же не только сытый желудок, да, сексуальная удовлетворенность, 7 по лавкам и банковский счет. То есть все это можно иметь и не быть при этом счастливым. Счастье на самом деле – это любовь. Но смысл, что люди очень любовь сейчас утрируют однобоко. Это любовь во всем, что с тобой происходит. Это заниматься тем, что ты любишь. Это общаться с людьми, которых ты любишь. Это ценить дело, да, относиться к нему с любовью. Это ценить общение, любить своих друзей. Это вот просто вот этот базовый дефицит любви, который в детстве у нас есть, когда нам время не уделили, когда нас не дохвалили, когда нас не догладили, да, и потом вот эти маленькие дефициты любви с самого детства, это слепые пятна нашего счастья. Нам кажется, что вот сейчас меня мужчина погладит, и вот я буду счастливой. А потом в итоге через 4 месяца с ним еще общаться надо, еще надо как-то быт выстраивать. Мне просто нужно, чтобы меня погладили, и женщина потом не знает, куда дальше. Вот, поэтому, конечно, здесь базовые фундаменты отношений, это, конечно, закрыть вот эти свои нереализованные боли и дефициты, которые идут из детства. Там потерянное достоинство, там его нужно восстанавливать в зачатках. Собственно, я просто такой, как бы, особенно если ты собираешься в мае стартовать с этим курсом, я сделаю подводку, чтобы людям было понятно, потому что, собственно, моя вся экспертная деятельность, она строится вокруг того, что невроз, травма и блок – это фактически у нас с вами, жителей России и выходцев из России и Советского Союза, повсеместно, даже на генетическом уровне. Люди думают, что травма – это просто мама по попе ударила, папа конфетку не дал. Но это же совсем не так. Травма – это более глубокая вещь. Ну, например, почему мама так себя ведет? Каких базовых ей не хватило чувств? Почему она с папой там, в чем-то не удовлетворена, почему она терпит, почему она не искренне в выражении своих чувств и желаний, почему она стесняется своего тела, например, или почему она все время тебе говорит: тихо, тихо, неудобно, не разговаривай громко, не смейся громко, да, то есть вот этот вот шухер, который родители с детства нам наводят. Собственно говоря, вот эта история заслужить любовь, да, когда если ты умница, если ты отличница, если ты дома убралась, то ты заслужила мамину любовь, тебя любят. То есть вот сам паттерн, что нам нужно завоевать чье-то расположение, завоевать чье-то внимание. Это все из детства, когда нам приходилось внимание и расположение мамы завоевывать. Нам на халяву оно не доставалось. Нам нужно было быть хорошими, отличницами, здороваться со своими соседями, улыбаться, чтобы все хвалили: какая у тебя дочь классная. И мама тогда рада: все, хорошая дочь вырастила. Вот. А когда тебя, грубо говоря, за что-то по заднице шлепали, или, ну, это в худшем варианте, да, тогда еще и будет непринятие своего тела и отторжение от своего тела. И этот блок, он застрянет телесно ориентированно. И тогда мало помедитировать на маму. Очень мало, это фейковый подход, который не сработает. Потому что если травма осела в теле, ее телесно ориентировано из тела и нужно доставать. Вот. И, соответственно, люди забывают вообще про генетические травмы, про то, что в 5 поколениях у кого-то из наших слушателей, у кого-то в 4, у кого-то в 3 поколениях от нас Великая Отечественная война,
да, и вот этот страх войны, голода, бедности, мора, дефицитов. У женщин до сих пор травма дефицита мужчин, когда мужчины вернулись, да, и половина была коллег, половина травмированных войной, а половина, ну вот просто с сильнейшей психосоматикой. И вот мы сейчас встречаем такие сильные, могучие женщины с лютым комплексом «я сама» на бронепоезде, которые все сами делают и не могут никак расслабиться, перфекционисты, достигаторы. И все это генетически в нас осело. Из-за того, что нашим бабушкам, у кого-то прабабушкам приходилось поднимать вот эту вот целину поствоенную. Они передали эту программу нашим родителям, наши родители, естественно, передали нам. И, соответственно, на уровне непроработанных также и травм вот таких генетических тоже очень тяжело быть, ну вот, раскованной, очень уверенной в себе, когда у тебя базовый в теле дефицит на уровне ДНК. Тебе кажется, что либо кто-то сейчас придет и мужика твоего уведет, потому что он нормальный, полноценный. Ну вот эта вот неуверенность, она гораздо глубже, чем люди поверхностно об этом думают, да? Анжела, спасибо за такой подробный рассказ и про э, дородовые травмы, и про при этой жизни травмы. Это все очень здорово, классно. Скажи, пожалуйста, а есть у тебя своя методика, как ты прорабатываешь ограничивающие убеждения? Ты используешь какую-то известную чью-то или там приверженец там, ну, какого-то там ну, подхода научного? Расскажи про это. Ну, тоже так вкратце, чтобы от темы сильно не уходить, мне просто очень интересно стало. Смотри, что я использую в работе. Поскольку мои родители развелись, мне было 6. Комплекс «я сама» с 2 сторон мне знаком с обоих родов. Отец у меня, да, православный, по вероисповеданию. То есть у меня генетика такая, не то чтобы конфликтующая, да, но установки базовые, мировоззрение, поведенческие паттерны, они абсолютно разные были. Я в свою профессию пришла от травмы. Когда у девочки нету папы, очень часто у нее нету базового доверия миру. Она не может расслабиться, она не может доверять мужчинам, противоположному полу, она не может принять себя и свое тело, ну и разное другое. И, соответственно, у меня, как у женщины, чьи родители развелись в 6 лет, было колоссальное количество всего своего внутреннего недоверия, включая панические атаки, разные